Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». 22-й год в регионе объявлен Годом матери. В честь Года матери в Якутии столичные офтальмологи запустили серию информационных материалов о здоровье глаз во время беременности. Как подготовиться к родам будущей маме, у которой проблемы со зрением, расскажет наш сегодняшний гость Стефан Георгиев, врач-офтальмолог, хирург Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, аспирант научно-исследовательского института глазных болезней. Стефан, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, может ли ухудшиться зрение во время беременности, и если это действительно так, из-за чего это может произойти? Во время беременности многие беременные женщины отмечают снижение зрения. Чаще всего это связано именно с тем, что они больше находятся дома, чаще пользуются планшетами, гаджетами, читают книжки, еще что-то. И это приводит именно к тому, что мышцы, которые отвечают за аккомодацию, то есть позволяют нам видеть на близком расстоянии, они перенапрягаются и приводят к спазму. И чаще всего именно это является причиной снижения зрения. Также возможны другие причины, то есть именно из-за изменения гормонального фона возможно также снижение зрения. И наиболее, скажем так, опасным снижением зрения причиной может быть проявление преэклампсии или эклампсии беременных. Это угрожающее состояние для матери и ребенка. В этот момент происходит высокое повышение артериального давления, и именно проявление высокого артериального давления может вызывать снижение зрения. В этот момент пациент может отмечать искажение, либо резкое снижение зрения, то есть это будет не постепенно нарастающее какое-то снижение зрения, то есть вчера было хорошее зрение, сегодня резко плохое. И это будет поводом для того, чтобы сразу измерить артериальное давление, для того, чтобы исключить в первую очередь именно вот это опасное состояние, а после этого уже обратиться к офтальмологу. А возможно ли вообще беременность с глаукомой? Действительно, сейчас это достаточно важная проблема в офтальмологии, поскольку детородный возраст увеличивается благодаря современной медицине. Но вообще большинство публикаций, в том числе зарубежных, отмечают авторы то, что во время беременности возникает снижение внутриглазного давления, особенно во второй половине беременности. Это связано с протективным действием простагландинов, которые выделяются во время беременности. То есть именно гормональный фон, который у женщины изменяется во время беременности, он приводит к тому, что внутриглазное давление снижается. И вообще достаточно редко диагностируется у беременных женщин повышенное внутриглазное давление. Но опять же, это в каждом случае должно решаться индивидуально, поскольку уровень повышения внутриглазного давления может быть разный. Какой-то может быть компенсирован этим, а какой-то нет. Возможно, беременность, скажем так, если будет до этого проведена также хирургия, антиглаукомная операция может быть проведена, которая позволит уже выйти на тот уровень нормального внутриглазного давления, который позволит произвести нормальные роды. Естественные роды с большим минусом, имеется в виду в зрении. Возможны ли они и какие могут быть у женщин проблемы со зрением после родов? Для того, чтобы понимать проблемы, которые могут возникнуть, нужно понять то, что минус возникает именно из-за того, что глаз становится больше в передне-заднем направлении, чем у обычного человека, который видит все прекрасно, скажем так, без коррекции. Значит, это приводит к тому, что внутриглазные оболочки растягиваются, и это может приводить к определенным изменениям на сетчатке, которые могут привести к отслоению сетчатки, а это именно то состояние, при котором может полностью пропасть зрение. Поэтому все женщины должны проходить осмотр офтальмолога при планировании беременности, обязательно с расширением зрачков, то есть должны обязательно посмотреть глазное дно, обязательно уделить внимание периферическим отделам сетчатки, для того, чтобы исключить наличие каких-то патологических изменений.
И эти изменения могут быть как у у беременных с миопией, так и без нее. И эти разрывы могут быть окружены просто лазером, и после этого женщина может совершенно спокойно рожать. Как таковая миопия не является противопоказанием для беременности и для родоразрешения самостоятельно. Просто нужно внимательно осмотреть глазное дно и произвести лазеркоагуляцию. А после лазеркоагуляции, если она проведена грамотно, совершенно спокойно, возможно нормальное родоразрешение. Передается ли плохое зрение от матери к ребенку? Вы знаете, большинство офтальмологических заболеваний, особенно проявляемых в раннем возрасте, они наследуются на самом деле достаточно часто. Я думаю, что такие заболевания, как миопия, это не такое, скажем так, опасное заболевание, которое сейчас на данный момент как бы и корректируется, и все, в принципе, никакой проблемы с этим нет. Но существуют различные наследственные патологии, которые требуют дополнительного генетического обследования. И если у матери или у отца ребенка был поставлен когда-то какой-то генетический обусловленный офтальмологический диагноз, то необходимо обязательно обследование обоих родителей для того, чтобы исключить риск развития данной патологии у планируемого ребенка. Скажите, а что такое ретинопатия недоношенных? Ретинопатия недоношенных возникает у детей, которые родились на свет раньше своего срока. То есть рожденные в основном до 31-й недели гестации. Это происходит в связи с тем, что в первое время из-за низкой массы тела и недоразвитости определенных систем новорожденного, их необходимо помещать в кислородные камеры, которые называются кювезы. И там происходит значительное повышение уровня кислорода, который вдыхает ребенок. И после этого обычно происходит неоваскуляризация сетчатки. Это связано с тем, что орган глаза, и в частности именно сетчатка, на момент рождения еще не сформирована до конца. Все сосуды, которые в ней должны были образоваться к моменту нормального срока беременности, они еще не сформированы. И это требует достаточно тщательного контроля над новорожденным, поскольку как раз вот эти прорастающие новообразованные сосуды, которые растут совершенно не так, как они должны, они могут приводить к достаточно серьезным осложнениям, которые в дальнейшем могут привести к отслоению сетчатки и полной потере зрения. Причем этот процесс двухсторонний, и такие дети достаточно часто встречаются, но на данный момент медицина не стоит на месте, и таким пациентам может быть оказана помощь на ранних стадиях, и могут произвести как раз лазеркоагуляцию сетчатки вот этих зон, в которых не образовались сосуды. Это снижает как раз ишемическое воздействие на сетчатку, то есть те отделы сетчатки, в которых отсутствуют сосуды, они окружаются лазеркоагулятами, и это приводит к тому, что эта ткань не требует такого большого количества питания, потому что она замещается постепенно рубцовой тканью. Точнее, она образуется там. И это останавливает рост новообразованных сосудов. Также есть препараты, которые останавливают рост новообразованных сосудов. Это анти-ВГФ препараты. Некоторые из них разрешены для применения у новорожденных детей и могут использоваться при таких случаях. Также в далеко запущенных стадиях ретинопатии недоношенных возможно витреоретинальная хирургия. То есть это когда уже хирург находится внутри глаза и убирает все вот эти мембраны, которые стягивают сетчатку. Они достаточно плотные у детей. Кроме того, у детей очень легко рвется сетчатка, она даже легче рвется, чем у взрослых людей. Это очень нежная структура, операции достаточно технически сложные, и это достаточно сложная хирургия, я бы даже сказал, что одна из самых сложных.
поскольку если у взрослых людей, скажем так, образование разрыва не вызывает во время операции, не вызывает каких-то больших сложностей, если это на периферических отделах сетчатки, то у детей это приводит к достаточно сложным послеоперационным осложнениям. Любой разрыв у них это не очень хорошо. Скажите, а могут ли еще у неродившегося ребенка появиться проблемы со зрением? У еще не родившегося ребенка могут появиться проблемы со зрением, да. Если это какие-то наследственные заболевания, опять же, необходимо производить родителям, у которых есть какие-то наследственные патологии сетчатки, либо зрительного нерва, либо какие-либо другие наследственные патологии, им необходимо производить скрининг, обязательно генетическое обследование для исключения рисков развития у плода наследственной патологии. И в таком случае можно избежать дальнейших каких-то проблем. Также возможны проблемы со зрением, которые могут быть вызваны перенесенными каким-то токсическим воздействием именно со стороны матери, то есть либо употребление каких-то препаратов токсических, либо нахождение в каких-то токсических условиях, скажем так. Также к этому могут приводить различные вирусные заболевания. И именно поэтому беременным особенно важно на момент беременности. Да, возможно, есть какие-то превентивные меры для того, чтобы... Вакцинация в данном случае достаточно важный метод. И я думаю, что врачи обязательно проводят беседы с беременными и объясняют это непосредственно. А что бы вы посоветовали беременным женщинам для того, чтобы сохранить их здоровье, зрение ребенка? Я бы им советовал соблюдать здоровый образ жизни, в первую очередь, во время беременности. Во вторую очередь, непосредственно обследовать себя при планировании беременности, то есть произвести осмотр глазного дна обязательно. И при наличии и выявлении каких-либо аномалий провести дальнейшее обследование, если диагноз, поставленный врачом, требует именно этого. Благодарю вас, Стефан, за содержательную беседу и за то, что согласились стать нашим сегодняшним гостем. Спасибо вам. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.